Здравствуйте! Приветствуем вас на главной телепередаче Башкир Челябинской области «Уралым». Хайырлы сағатта, хөрмәтле милләттәшләр, һезне Силәбе башкортларының үткәнен, бүгенгеһен һәм киләсәген сагалдырган Уралым тапшыруында сәламләйбез. Һаумыгыз! В дагестанском кафе делают башкирское блюдо. Башкирская кухня называется кыстыбый. Челябинцы написали диктант по башкирскому языку. Предприниматели Башкортостана угостили южноуральцев национальными деликатесами. Еда объединяет. Дагестанский ресторатор оценил башкирскую кухню. Магомед Ажуев, хозяин дагестанского кафе «Чуду», решил отведать кыстыбый. Директор башкирской кухни Рита Хусаинова и представитель Башкортостана Амур Хабибулин встретили гостя и предложили попробовать еомаля, суп из деревенской сметаны и национальные сладости. Предложили и бузу, гость остался довольным. Отказался только от бузы, пояснив, что в нем содержится небольшое количество алкоголя. Пожалуйста. Спасибо. Вот благодаря нашему сотрудничеству, Амур Хабибулович, мы завели в нашем меню национальное блюдо башкирской кухни, называется кыстыбый. Супер, супер. Но я что, думаю, надо будет его попробовать. Это одно из самых любимых, наверное, блюд башкир. Оказывается, кроме картофеля, его делают еще с начинкой из пшена. Дагестанский гость отметил, что кыстыбый по своей форме и вкусовым качествам напоминает чуду. Он по просьбе Амура Хабибулина решил внести в меню своего кафе это блюдо. По его словам, южноуральцы полюбили кыстыбый в дагестанском исполнении. А как вы считаете, что у нас общего-то? Почему мы тянемся так друг к другу? Из-за чего? Я думаю, тянемся мы друг к другу, Амур Хабибулович, потому что в первую очередь, потому что мы люди. У нас есть некоторые элементы культуры общие. Там, я думаю, некая такая этнопсихология может быть общая. Конечно, то, что мы живем в рамках единого государства, может быть тоже элемент того, что мы тянемся друг к другу. Кроме того, что я еще сказал, Амур Хабибулович, я думаю, что та языковая группа, в которой находятся некоторые народы Дагестана и великий башкирский народ, тоже является тем элементом, который нас сближает. В беседе представители двух народов пришли к мнению, что у башкир и дагестанцев много общего. Это касается области культуры, духовности и истории. Например, среди последователей башкирского ишана Зайнулы Расулева много дагестанцев. Ежегодно они посещают расулевские чтения, проходящие в Троицке. Челябинцы написали башкирский диктант. Подробности смотрите далее. В Челябинской области завершился 3-й областной диктант по башкирскому языку. Проект реализован образовательным центром «Гилем». За 3 дня в 30 пунктах диктант написали около 1000 человек. В этот раз организаторы решили включить культурную программу. Артисты башкирской эстрады Челябинской области исполнили мелодии на родном языке и выступили с народными танцами. Было предусмотрено праздничное угощение. Активисты приготовили национальные блюда, организовали чаепитие. В Челябинске участники попробовали национальную кухню в кафе «Байкунак». Бұл акцияға қосылды һәм бүгін соңғы күн Силәбе бай қонақ кафеһендә, Магнитогорскта библиотекалар. На некоторых точках был организован просмотр башкирских фильмов. Участие медийных личностей, таких как Виктория Бакарди, Фанит Карачурин, Амур Хабибулин, Ильдар Хуснуддинов придавали мероприятию событийный статус. Автор проекта Алия Нугуманова отмечает, что с каждым годом участников становится все больше и география диктанта расширяется. Текст диктанта был выбран с учетом северо-восточного диалекта. Южноуральцы писали о маме, батырах земли Челябинской, коренном народе Урала. По предварительным данным, на этот раз отличников больше. Участники смогут узнать свой результат в социальных сетях образовательного центра «Гилем». Работа над повторением грамматики и орфографии башкирского языка, предложенная заведующей библиотеки башкирской и татарской литературы Натальей Быговой, хорошо сказалась на результате. Мне, например, очень понравилось то, что мероприятие проходит в преддверии Дня матери. И поэтому мы выбрали тот фрагмент статьи Нурии Ксановой, посвященной сердцу матери. Диктант прошел и в Мятском филиале ЧелГУ. Участие принимали как мужчины, так и женщины разных возрастов и разной языковой подготовки. Для создания праздничной атмосферы перед участием была сыграна мелодия на национальном башкирском инструменте «Курае». Радовал гостей местный житель и участник диктанта Ильнус Шакиров. Под его же аккомпанемент Виктория Бакарди спела национальную песню. Виктория Бакарди отметила, что человек в определенном возрасте начинает больше ценить свои корни, национальную культуру, и именно это сильное ощущение единства со своим этносом подтолкнуло ее
ее принять участие в таком социальном проекте. Девушка провела консультацию перед диктантом в прямом эфире в социальных сетях. Видео набрало более 2000 просмотров. Мен бүгін бірінші тапқыр келдім диктант ядырға. Менің подружкам Насима меня звонит, приглашает. Мен с удовольствием приехала. Киненіп, шаттанып. Из Башкортостана со вкусом. Башкирские производители выходят на рынок Южного Урала. В Челябинске прошел форум «Доставка со вкусом. Сервис, качество, технологии». Владельцы ресторанов, служб доставки еды и желающие начать этот бизнес встретились в гранд-отеле «Видгоф». Постоянное представительство Республики Башкортостан в Челябинской области, одной из задач его стоит оказание практической помощи предпринимателям из республики в организации ярмарок, участие во всевозможных выставках. Из Башкортостана приехали производители чая и колбасных изделий. Содействие в организации выставочных стендов и участие в форуме оказало постоянное представительство республики в Уральском регионе. Благодаря содействию постпредства участники выставки установили полезные контакты и рассмотрели варианты дальнейшего развития на Южном Урале. Мы очень рады приглашению. Если бы нас представительство не пригласило, конечно же, у нас не было такой возможности. Продукция вся качественная, выполнена по всем ГОСТам, ТУ. Газету «Уралым» прочтут чебаркульские танкисты. У нас в гостях депутат Николай Баландин. Тираж нашей газеты увеличился, нам нужны помощники для ее распределения. На просьбу нашей редакции откликнулся Николай Баландин из Чебаркуля. Николай Сергеевич поведал журналистам Уралым о жизни местных башкир, рассказал легенду о происхождении и названии города. Оказывается, горожане придерживаются варианта, который указывает, что этноним Чебаркуль взят с башкирского слова «сыбар-кул», что в переводе на русский звучит как «пестрое озеро». Действительно, на озере множество островков, и издалека он кажется пестрым. Конечно же, очень приятно и хорошо, что вот есть ваша газета «Уралым». Я смогу помочь распространению этой газеты непосредственно в нашей воинской части, непосредственно нашим военнослужащим, людям, которые интересуются своей родиной. По словам Николая Сергеевича, в танковой дивизии служат множество уроженцев Башкортостана. Они не забывают свои корни. Николай Баландин обратился в региональное постпредство, чтобы совместно организовать праздник с национальным колоритом для военнослужащих. Амур Хабибулин предложил формат сабантуя и просмотра башкирского кино, посвященного столетию Башкортостана. Обсуждали и вопросы сотрудничества в области экономики. Николай Баландин будет распространять нашу газету в танковой дивизии и в самом городе. Амур Габидулович поздравил аргаяшцев и гостей праздника с юбилеем республики, рассказал об учреждении национальной культурной автономии башкир в Уфе. Напомним, накануне в столице Башкирии состоялся съезд, на который были приглашены руководители региональных автономий. Результатом стало учреждение организации, которая будет представлять интересы башкир за пределами республики Башкортостан. Настроение праздничное, связь, конечно, чувствуется. Вообще очень рады. По традиции Амур Габидулович наградил юбилейными медалями деятелей, внесших выдающийся вклад в сохранение и укрепление башкирских ценностей. Награды удостоились инициатор возведения памятника 112-й башка в дивизии Юсун Кунакбаев, заместитель главы Аргаяшского района по социальной политике Луиза Юсупова, председатель башкирского Курултая Аргаяшского района Зиля Хадеева. Бүгінгі күнде кетірдік ашамдықтар, башқұрттардың балдар үйретеміз, балдарма мастер-класс, яғаты кірге. Май айында әлі сол 100 жыллығына концерт өткердібіз. Юбилейная дата звучала и во время детского конкурса «Кискай Йондоссоктар». Смотр проходил в рамках международного фестиваля «Зажги звезду». Руководитель проекта Ульяна Гаитова признается, что задача фестиваля не отобрать звезд, а организовать пространство для талантливых людей. Председатель жюри – заслуженный артист Российской Федерации, солист ансамбля «Ариэль» Борис Каплун. Международного фестиваля «Шелковый путь» мы организовали фестиваль «Кискай-Юндус» в честь столетия Республики Башкортостан. И сегодня ребятишки будут и петь, и танцевать, и рассказывать стихи на башкирском языке. Радик Юлякшин, он же Элвин Грей, провел 2 концерта в театре ЧТЗ. Выступление музыканта имело большой успех, все билеты были распроданы.
Сам музыкант раскачал толпу, которая не могла усидеться в своих креслах. Огромные очереди поклонников разных возрастов старались попасть на сцену, чтобы вручить подарок и обнять любимого певца. Впервые в Челябинске выступили новые артисты лейбла Элвин Грей, Рауш и Кирилл Мойтон. Они исполнили свои дебютные хиты, которые пришлись по вкусу публики. Стоит отметить, что помимо сольной деятельности, Ради Кюлякшин занялся продюсированием. К сегодняшнему дню имеет уже 10 артистов и готовится к крупному туру по всей России. Радик отмечает, что в скором времени в его лейбле дебютирует начинающая певица Ами. На самом деле мы отбираем просто вот самородков талантливых, которые сами творят, работают и выкладывают это в интернет, и мы видим, что нужно поддерживать таких молодых, перспективных, потому что мы все вот сами музыканты, вот даже я, никаких больших денег не понадобилось, чтобы стать артистом. То есть просто старание, много работать, писать, верить в то, что ты делаешь, и все получится. Каждый, кто мечтает о сцене, может записать видео и выложить его в интернет с хэштегом Элвин Грей. Певец выбирает лучших исполнителей и приглашает их на собеседование. Редакция программы «Уралым» провела мини-прослушивание. Челябинец Артур Аскаров, участник детской студии «Афарин», продемонстрировал свои вокальные данные, спев песню из репертуара артиста. Слушай, молодец. Молодец. Радик оценил талант мальчика, посоветовал ему искать свою аудиторию в социальных сетях и набираться опыта в ближайшие 5 лет, так как одним из критериев набора артистов в лейбл является возраст от 18 до 40 лет. В рамках всероссийского праздника Дня Конституции представитель Башкортостана в Челябинской области Амур Хабибулин провел встречу с активными гражданами. Южноуральцев интересовало продвижение бизнеса и реализация творческих идей. Любые начинания требуют содействия, и региональное постпредство готово его предоставить. Этот госорган оказывает содействие как начинающим, так и действующим бизнесменам, работает в области развития межрегионального сотрудничества, помогает общественным организациям. При его поддержке в Челябинской области проходит множество мероприятий. На прием к постпреду пришла и Эльзида Мирхаева, директор кофейни «Кофе Парк». Девушка признается, что приглашение на беседу с представителем Башкортостана стало для нее неожиданностью, но эта встреча убедила ее в возможности сотрудничества с местными башкирами и творческими коллективами. Я сама первый раз, вот в такой обстановке мне, конечно, приятно, я поэтому и волнуюсь, что меня пригласили в такое место. Я пришла, наверное, за поддержкой к Амуру Габидуловичу и не жалею, я думаю, это не первый, не последний раз. На подобных встречах активные южноуральцы планируют новые проекты и сотрудничество с Башкортостаном на следующий год. Так, на данном приеме уже начали решать вопросы о проведении 4-го областного конкурса «Яны Юндос» в Челябинске в 2020 году. Мы написали сейчас письмо Министерству Челябинской области о включении этого конкурса, естественно, в план мероприятий области. Будем ждать результатов, итогов. Желающие попасть на прием к представителю Республики Башкортостан Челябинской области могут записаться по телефону 225 19 70. Наша передача подошла к концу. До новых встреч! Ошоның менән тапшырыбыз тамам. Киләһе осрашкандарга тиклем. Һау булыгыз!